Проверка документов, светопропускаемость стекол и подлинность госномеров. Рейд ГИБДД проходит по федеральной трассе в селении Барсуки. Проверка только началась, а под прицел сотрудников полиции уже попался один из нарушителей. Нет госзнака, машина, возможно, не зарегистрирована. Водитель уверяет, что автомобиль купил недавно. Договор купли-продажи на руках. Срок документа не истек, так что у сотрудников госавтоинспекции пока нет к водителю претензий. Не успели пожелать ему счастливого пути, как на горизонте нарисовался грубый нарушитель в бункере. По базе проверки рейдовые мероприятия На вопрос автоинспектора, почему светопропускаемость меньше 70%, водитель отвечает: «Мне так больше нравится, и за свой нрав ему придется заплатить штраф в размере 500 рублей. А если в течение месяца он еще раз попадется за то же нарушение, то штраф возрастет в 10 раз». Сегодня выявлено порядка 10 и свыше административных правонарушений. Связаны они, к сожалению, именно с тем, что граждане наши нарушают правила, а именно касаемо это тонированные транспортные средства, подложные регистрационные знаки, неиспользованные ремни безопасности. С момента реконструкции ФАТ «Кавказ» стала одним из самых частых мест дорожно-транспортных происшествий. Причина тому – водительская невнимательность, высокая скорость, игнорирование дорожных знаков и лихачество на дорогах, что напрямую зависит от таких грубых нарушений, как тонировка и использование подложных номеров. Искоренив последние, сотрудники госавтоинспекции планируют решить основную проблему. Ведь при бункере, как по-другому называют тонировку автолюбители, видимость уменьшается. Это приводит к невнимательности, а липовые номера не фиксируются скоростными радарами, не ограничивая рублем скорость любителя погонять. Здесь каждая четвертая машина попадает в поле зрения полицейских. У тех, кто проездом, бытует мнение, что здесь много смертников из-за частых ДТП и лихачеств местных автолюбителей. Правильно они стоят, чтобы здесь все было нормально. Они на благо наших детей, чтобы здесь был порядок. Я их приветствую за это. И молодежи говорю, чтобы всегда ездили аккуратно и правила все соблюдали. В целях безопасности. Скоростной режим соблюдать надежду, сплошной линии пересекать дышать. Значит, ограничена скорость в Республике Латвия 60-90. Инспекторы еще раз напоминают, чтобы жители республики были бдительны и аккуратнее на дорогах, а те, кто любят погонять, могут воспользоваться Сунжинским автодромом, не подвергая опасности других. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.